Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». Новый день – это всегда что-то неизведанное и интересное. И вся съемочная группа телеканала «Якутия-24» позаботилась о том, чтобы рассказать самую актуальную информацию. Если у вас нет времени по утрам готовить вкусный и полезный завтрак, смотрите каждую пятницу нашу вкусную рубрику. Сегодня мы расскажем про блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой, а также соблюдает здоровое и правильное питание. За сутки якутяне отдали мошенникам более 7,5 миллионов рублей. Как не стать жертвой аферистов и сохранить свои деньги? Об этом поговорим с нашим гостем. Мы продолжаем рассказывать о питомцах самого северного зоопарка в мире – Артодайду. Как поживает семейство бизонов, узнаем из нашей рубрики. В эти выходные в местности Ус-Хатен состоялись соревнования по летнему дрифту «Донацу Дрифт Фест». Как развивается автоспорт в Якутии и чем он привлекает девушек? Также поговорим с нашими гостями. Ну а в эти выходные мы все пойдем в кино. Свежие киноновинки в нашей рубрике «Киноафиша». Будьте с нами в течение всего эфира. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Задавайте свои вопросы нашим гостям. Присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Ну и вначале, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-18 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 17 до 19 градусов. В южных в это утро в Алдане и в Нерюнгри плюс 16. В Вилюйской группе от 11 до 14 градусов тепла, в Нижнеленских 7-19, в западных от 9 до 14 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов 8 градусов в это утро в Черском и плюс 18 в селе Хану. В Янских от 8 до 6 градусов со знаком плюс, а на северо-западе 8-11 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 17 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают небольшой кратковременный дождь. Местами дым. Ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Столбик термометра в течение дня зафиксирует отметку 26-28 градусов тепла. Сегодня отмечается Международный день светофора. В этот день, в 1914 году, в американском городе Кливленде появился первый предшественник современного устройства. Он имел красный и зеленый фонари и при переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самые первые светофоры изобрел еще британец Джейн Нейт еще в XIX веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка уже в 20 столетии, в 1920 году. Со временем устройства стали популярными в разных городах Америки и Европы. Чем еще знаменателен этот день, расскажет наша постоянная рубрика. На календаре 5 августа. Сегодня отмечают День разглядывания горизонта, День устриц, праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Международный день светофора ежегодно отмечают 5 августа, в день установки первого работающего светофора. Россия поддержала мировые традиции, и в 2010 году к этому празднику в Перми было приурочено открытие памятника данному механизму. Аналогичные скульптуры есть в Пензе и в Новосибирске. По народному календарю в эту дату почитают память святого Трофима и еще 14 мучеников. На эту пору приходятся напряженные полевые работы, связанные с уборкой зерновых культур. К этому сроку спеет калина и малина. Хозяйки пекут пироги с этими ягодами, делают запасы на зиму. Также их используют в косметических и лечебных целях. Если вечером стелится туман, то погода будет хорошей. События в этот день. В 1699 году на рейде Таганрога прошел первый смотр-парад и первые маневры российского флота. В Санкт-Петербурге открыт банковский мост через Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова. В этот день на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основании статуи Свободы. В США испытан первый автомобиль, управляемый радиосигналом. В 1948 году Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР.
В Москве в этот день представителям СССР, США и Великобритании был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. В 1973 году стартует советская космическая миссия «Марс-6». В этот день родились Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист, педагог, профессор, действительный член Императорской академии художеств. Ги де Мопассан, крупнейший французский новеллист, поэт, мастер рассказов с неожиданной концовкой. За 9 лет опубликовал не менее 20 сборников короткой прозы, во многом близкому к натурализму. Наум Габо – российский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства, один из лидеров мирового художественного авангарда. Вера Холодная – русская актриса немого кино. Василий Лебедев-Кумач – советский поэт и автор слов многих популярных советских песен. В 1905 году родился Артем Микоян – советский авиаконструктор, академик. Джон Хьюстон родился в 1906 году – американский режиссер, сценарист и актер. Именины в этот день отмечают Федор, Трофим, Теодор, Виталий, Андрей, Анна. За сутки трое якутян отдали мошенникам более 7,5 миллионов рублей. Во всех случаях действовала одна и та же схема. Аферисты звонили от имени банка и сообщали о поданных неизвестными людьми заявках на кредиты. Также в начале июля 44-летний житель города Удачный наткнулся на рекламу инвестиций, якобы от известного банка. Мошенники стали предлагать клиенту вложить деньги, а после чего мужчина внес около 3 миллионов тысяч рублей, которые брал в кредит. МВД республики предупреждает, начинающим инвесторам следует помнить, что перечень настоящих брокерских контор размещен на официальном сайте Центробанка страны. Все остальное – это мошенники. И как не стать жертвой аферистов и сохранить свои деньги, об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил Петрович Гуляев, старший оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Дистанционные аферисты, они постоянно придумывают какие-то новые способы обмана граждан, но в основном они поступают одинаково. Они звонят, представляются от имени банка и предлагают свои услуги, также при этом втираясь в доверие. Вот как чаще всего похищают деньги? Да, проблема дистанционных мошенничеств и, в общем, киберпреступности в настоящее время продолжает актуализироваться, как и в последние годы. С начала года у нас уже зарегистрировано порядка 1100 преступлений. По сравнению с предыдущим годом это число являлось 1200 преступлений в том году было. Ущерб в этом году уже составил более 120 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ущерб составлял 180 миллионов рублей. То есть существует такая небольшая тенденция к уменьшению роста преступлений, но проблема остается очень горячей и актуальной. Преступниками придумываются новые способы хищений денежных средств граждан, но в принципе они работают по старым схемам, просто меняют обложку, можно сказать, оболочку какую-то, да, и наиболее популярным способом остается обзвон граждан от лица наших крупнейших банков. Ну вот что касается как раз-таки телефонного мошенничества, аферисты тоже не стоят на месте и даже выкупают номера, похожие на те самые номера банков, в которых имеют вклады жители, которых они обманывают. Вот как понять действительно по звонку, что это аферисты? Да, у преступников есть техническая возможность подменять свой телефонный номер, то есть он может позвонить как с официального телефонного номера банка или какой-либо другой структуры, может позвонить с официального номера правоохранительных органов, МВД, прокуратуры, такое у нас тоже было. Самое простое, гражданам следует при возникновении каких-либо подозрений положить трубку и перезвонить по контактному номеру горячей линии. И если уж какие-то подозрения есть на действительно какие-то там моменты, да, с кредитами, учреждениями или правоохранительным органам, перезвонить и уточнить вопрос. Еще сейчас нередко встречались такие случаи, что
людей обманывали в интернете. Какие-то сайты, допустим, перед отпуском гражданин зашел на сайт турагентства, приобрел билеты, а потом оказывается, что это была ловушка. То же самое с покупками в интернете. Как здесь понять достоверность как раз-таки вот этого сайта и то, что это не уловки мошенников? Да, это так называемые фишинговые сайты, которые действуют под видом официальных, да, добросовестных интернет-сайтов, продают какие-то товары, услуги. В первую очередь необходимо обратить внимание на название сайта. При работе с сервисами бесплатных объявлений, всеми известными, да, фишинговые сайты, они подменяют ссылки и выглядят абсолютно как сайт-двойник этого официальных сервисов. Но в ссылке необходимо обратить внимание на наличие дополнительных каких-то символов, потому что внешний вид он схож, а в ссылке там допускаются какие-то дополнительные символы, немножко буквы по-другому. Как понять, с помощью как бы диагностики обеих этих сайтов, или же на официальном сайте есть определенный какой-то пункт, который как раз-таки и выдает, что это оригинальный сайт, потому что пенсионеры, они больше всего вот за последние годы страдают от мошенников. Да, ну, определить подлинность ссылки можно по сравнению с настоящим сайтом, потому что он имеет постоянную ссылку, которая указана на официальном сайте. При работе с различными сайтами, которые предлагают услуги и товары, самое простое – это забить в любой поисковик, интернет-поисковик, название интернет-сайта, и с большой долей вероятности всплывут негативные отзывы об этом, потому что обманывают граждан со всей России, и первое, куда обращаются за помощью граждане, все равно в интернет, на какие-то форумы, на интернет-сайты отзывов. Там всегда в 90% случаев есть какие-то негативные отзывы. И как бы завершая нашу беседу, могли бы вы дать краткие рекомендации, инструкции к применению, как не стать как раз-таки жертвой мошенников? Жертвой мошенником не стать, это нужно придерживаться простых правил финансовой грамотности и так называемой цифровой гигиены. Что касается цифровой гигиены, это придумать сложные пароли и защищать свои персональные данные. То есть не скачивать сомнительные приложения на свой смартфон, который сейчас у всех есть, да. При разговоре с сомнительными личностями, неизвестными ранее, да, всегда можно положить трубку, посоветоваться с близкими людьми, с более молодым поколением, да, обратиться за помощью также в интернет и перезвонить на горячую линию. Также хотелось бы добавить, вот как вы ранее говорили, то, что при работе с инвестиционными вот этими вот приложениями, брокерскими конторами, необходимо проверить на официальном сайте Центробанка наличие лицензии у проверяемой фирмы. Большое спасибо, Михаил Петрович, за то, что в это утро рассказали нам как раз-таки полезную информацию, а мы двигаемся далее. Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. В Ленском районе активно продвигаются проекты по благоустройству сельских территорий. Так, разработана проектно-сметная документация сразу по нескольким культурным объектам. Сегодня масштабные работы развернулись в селе Нюя в рамках реализации программы формирования современной городской среды на территории Якутии. Из бюджета района на эти цели выделено свыше 5 миллионов рублей. В скором времени там появится зона отдыха, воркаут, колонны с информацией об истории села, столб, символизирующий Якутско-Иркутский тракт, так как Нюя – одно из стояночных мест тракта. Подобные проекты разработаны в селах Чамча и Биченча. Заявки поданы на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Также в этом году мы подали заявку на участие по комфортной городской среде
на получение республиканских субсидий. Это по благоустройству в поселке Витим исторического квартала домов Громовых. Там, значит, в 2020 году была разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза по общественным пространствам в поселке Витим, в поселке Пеледуй и в селе Батамай. Эти скверы будут разработаны, по ним будет пройдена государственная в этом году экспертиза сметной части, и в дальнейшем мы будем участвовать в конкурсе на получение субсидии. На лыжной базе «Заречная» асфальтируют трассу. Мирницы смогут заниматься лыжным спортом круглогодично. Летом кататься на лыжероллерах и велосипедах. Сотрудники Мирнинского управления автодорог начали работы в июне. Протяженность асфальтированной трассы 2 километра. Работы по асфальтированию завершатся уже в августе. Там очень сложное основание, потому что на болоте вновь создаваемый участок, небольшая высота отсыпки насыпи. И положить асфальт, чтобы машины не тонули, которые даже будут выполнять работу. Очень сложно поймать период такой, когда просохнет земля и возможность будет работать. В перинатальном центре прошло мероприятие, посвященное пропаганде грудного вскармливания. Молодых мам поздравили с рождением детей и вручили им памятные подарки. Также для них провели лекцию о пользе грудного вскармливания. Напомним, с 1 августа в Якутии проходит неделя грудного вскармливания, приуроченная к Году матери. Грудное вскармливание очень полезно для мамы и для малыша. Для мамы оно в первую очередь полезно тем, что предотвращает рак яичников, рак молочной железы, рак матки. Самое главное – это тесная эмоциональная психологическая связь. То есть мама с момента рождения находится непосредственно вместе с ребенком. Ничто так не помогает экономить драгоценное и современное в этом обществе время, как умение планировать. Продумывая план блюд на завтрак заранее, вы сможете сделать ваше питание разнообразным, а значит более полезным и вкусным. Если у вас нет времени по утрам готовить вкусные и полезные завтраки, смотрите каждую пятницу нашу вкусную рубрику. Сегодня мы расскажем про блюда, которые идеально подходят для тех, кто следит за своей фигурой, а также соблюдает здоровое и правильное питание. Всем доброе утро. Меня зовут Бисов Александр, являюсь бренд-шефом парка Урдел, ресторана высоты 160. Сегодня мы с вами готовим салат с киноа, авокадо, рукколой, томатами черри и апельсином под медово-горчичной заправкой. Так, киноа. Киноа варить достаточно быстро, это в течение 10-15 минут. Разваривается так же, как обычная крупа, в 1,5 раза. Но даже если вы случайно упустите время, ее не переварить, то есть она не как гречка будет или как овсянка, похожая на кашу. Крупицы останутся крупицами. У меня уже киноа сварено заранее. Киноа бывает черное и белое. В данном случае у нас я смешал 2 крупы, и черную, и белую. Добавляем томаты черри. Сегменты у меня крупные, я делаю чуть меньше. Делаю пополам и еще раз пополам. Добавили. Добавляем рукколу. Далее добавляем сегменты апельсина. Также опять они у меня крупные, вы можете нарезать меньше, что я сейчас и сделаю. Апельсин прибавляет свежесть салату, сочность. Такой, знаете, утренний такой витаминный заряд. Далее мы добавляем авокадо. Очищаем его от кожуры, естественно. Так, авокадо – это как растительное мясо, обладает большим количеством белков, жиров, аминокислот. Очень питателен, мягкий маслянистый вкус и хорошо сочетается с огромным количеством продуктов. Добавили. Для того, чтобы вкус был более полноценным, естественно, мы приправляем это все специями. Немножко перца черного. Немного соли. И самое основное – заправка, которая нас, все эти ингредиенты, соединит в полноценный гармоничный вкус. Заправка будет классическая, медово-горчичная. Будем использовать мед, самый простой. Масло.
Можно добавить оливковое масло, если хочется более насыщенный вкус, или добавить обычное рафинированное дезодорированное, что, собственно, я и делаю сейчас. И дижонская горчица. Значит, добавляем. У меня сейчас зерновая, но можно использовать обычную протертую. Добавляем ее в миску. И интенсивно перемешиваем. Перемешиваем до однородного состояния. Смотрим на консистенцию. Если консистенция густая, а хочется, чтобы салат был более такой рассыпчатый, то добавить можно больше масла. Все, готово. Добавляем заправку в салат. И перемешиваем все содержимое. Далее добавим еще один ингредиент, это чесночное масло. Добавлять его нужно совсем чуть-чуть. Сочетание чесночного масла придаст определенный оттенок, очень такой ароматный, но не будет доминировать в общей гармонии всех ингредиентов. Берем тарелку, подходящую для этого блюда, салат, глубокий салатник. И выкладываем. Также можно добавить еще немного свежей рукколы в качестве уже украшения. Салат с рукколой, авокадо, киноа, томатами черри и сегментами апельсина с заправкой медово-горчичной готов. Приятного аппетита! Мы продолжаем рассказывать о питомцах самого северного зоопарка в мире Арто-Дайду. Завезенные несколько лет назад бизоны из Канады чувствуют себя хорошо и отлично адаптировались к нашим климатическим условиям. Буквально весной у бизонов было пополнение. О том, как поживает семейство бизонов, мы узнаем из нашей рубрики «Мой питомец». Это лесной бизон, канадский лесной бизон. Вот вы знаете, что в Якутии программа работает по рекклиматизации лесного бизона. И вот в рамках этой программы в зоопарк тоже были доставлены в 2016 году из питомника Усть-Ботама два бизончика. Тогда они были молодые еще. Самца зовут Илюша, самку Саргуля. Вот. И в течение вот этого времени, сколько они содержатся в зоопарке, это уже третий приплод у них. Вот. И в этом году родилась девочка у нас. Вот, кстати, у нее еще нет имени. Конечно, это очень крупные животные. Масса самца может достигать 1 тонны. Вот. В содержании они, не такие сложные. Главное, чтобы были... Они травоядные животные. Мы заготавливаем сено, веники для них. Вот. Ну и, конечно, они любят комбикорма, геркулес, соли, витамины. То есть ветеринарная служба, она следит за всеми животными, также за бизонами, и проводит профилактические работы различные. Вот. Ну, видите, что самцы, да, они лояльно относятся к детенышам. Это стадные животные, поэтому, когда вот самка принесла потомство, самец, он относится спокойно к этому, да. Детеныш, когда рождается, он такого рыжего цвета. Вот. Ну, как у всех копытных, он сразу встает на ножки, сразу бежит, идет за мамой, вот, начинает сосать молоко. Вот. И на данный момент вы видите, как он как раз питается молоком матери. Вот. Но это будет продолжаться практически все лето. Вот. И скоро он из рыжего такого хорошенького бизончика превратится в темненького. Вот. Окраска сменится. У нас уже это третий приплод, как говорила. И дальше мы приплод отправляли обратно в бизонарий. То есть вот у нас и был первая девочка тоже, и второй самец, мальчик. Вот они обратно уехали в питомник Усть-Ботама. Ну и скорее всего, что эта девочка тоже обратно уедет туда. Ну, будет видно в следующем году. Может быть, и в другой зоопарк отправится. Переходим к новостям спорта. 5 золотых медалей завоевала сборная Якутии по хапсагаю на Детях Азии. Якутяне были представлены во всех весовых категориях и показали достойные результаты, забрав медали высшего достоинства в 5 категориях. Также Айрат Аоржак представлял Якутию в весовой категории свыше 70 килограммов, стал бронзовым чемпионом, уступив Вадиму Костину из Приморья. Всего в борьбе участвовало 26 спортсменов.
Накануне прошел матч сборной Якутии по мини-футболу. Открыли счет соперники из Приморья, однако на второй минуте первого тайма якутская сборная сравняла счет. Второй тайм открыла уже наша сборная. Игрок под номером 10 Никита Павлов подряд забил 2 мяча в ворота соперника. Результат встречи 10-4 в пользу Якутии. Якутяне попали в полуфинал турнира. Встреча уже пройдет завтра, 6 августа. За соревнования следил наш коллега Петр Васильев и пообщался с тренером сборной Олегом Марченко. Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже несколько дней мы наблюдаем за выступлениями нашей сборной на 7 спортивных играх «Дети Азии». Во-первых, поздравляю с успешными выступлениями. Расскажите, как ребят находите, самое главное, как их поддерживаете? Спасибо большое за поздравления. Пока только начало, пока еще радоваться нечего, можно сказать. Ну, рад за ребят, что сегодня победили убедительно, потому что это уже 4-я игра была. Очень тяжело, если честно. Мы играем в усеченном составе. У нас было удаление, красная карточка. У нас лидер команды не играет уже 2 игры. Ну и так ребята уже немножко себя чувствуют не очень хорошо, подсели немножко, подустали физически. Так что вот сейчас у нас есть один день, выходной завтра, и будем стараться все сделать, чтобы ребята участвовали дальше, играли и побеждали, и радовали болельщиков наших. Тем не менее, настрой боевой? Ну, конечно, мы приехали сюда только за первым местом. Будем стараться, а там как получится, уже посмотрим в конце игр. Ну, не могу не спросить про состав нынешний, который сейчас играет на «Детях Азии». Мы старались отобрать самых лучших, самых сильных. У нас из районов есть дети, и городские наши дети. В принципе, эти игры для них и проводятся. Отбирали мы их по всей республике. Немножко подготовка была скомкана, но все хорошо, пока все нормально, пока все хорошо, так что... А сколько готовились и где тренировались? Ну, мы сборы тренировались в Якутске, провели одни сборы с товарищескими играми в Москве и приехали сюда за неделю в город Владивосток и сыграли здесь 2 товарищеские игры, немножко адаптацию прошли. Сейчас более-менее себя ребята чувствуют. Готовимся дальше играть в полуфинале. А как сами ребята вот свои выступления оценивают? Что происходит, когда команда Ну, уходит с поля? Они немножко еще не понимают, где они участвуют. Мы пытаемся им это все донести уже не первый месяц, не 1 год, что они защищают честь республики. Это 1 раз в жизни дается у ребят. Ну, стараемся найти там взаимопонимание друг с другом. Так что все хорошо, ребята умные, хорошие у нас очень, мы их любим, все нормально. У нас в Якутии одна из самых сильных школ по мини-футболу на Дальнем Востоке. Ну, как многие мои коллеги, и многие, с кем мы здесь общаемся, говорят. Как она сформировалась? Знаете, это было давно, очень 30 лет назад. Это вот благодаря мини-футбольному клубу «Заря» и поддержке нашего правительства. Правительство и сейчас помогает очень сильно клубу, и Минспорт помогает. И начали играть районы, улусы. Если раньше мы обыгрывали в 20 и в 30 мячей, то теперь не то что обыгрываем, ну, можно сказать, даже проигрываем им уже, потому что у ребят глаза горят, все хотят играть и доказывают, что они не хуже нас играют. Так что вот так, благодаря команде «Заря». Сейчас в той же «Заре» происходит ряд изменений, как оцениваете? Да, это каждый год происходило. Кто-то уходит, кто-то приходит. Наши воспитанники, очень жаль немножко, когда вкладываешь душу, вкладываешь деньги, и потом предлагают именитые клубы какие-то деньги, какие-то контракты, какие-то зарплаты. Дети уходят. Но это жизнь, это жизнь. Будем дальше работать, стараться, чтобы у нас самородки появлялись. И мы прославляли нашу республику. Не очень сложно, когда занимаешься, отпускать, если честно, очень сложно, прямо до слез. Ну, с детьми всякое бывало, и когда его ты растишь с малого, и потом ребенок уходит, мы понимаем, что так же, как семьи уходят от мамы, от папы, и дочка, и сын. И здесь то же самое, они как дети нам. Так что будем воспитывать и дальше работать с детьми. На мой взгляд, сейчас у наших юных и в целом футболистов из Якутии есть очень много шансов выстрелить и на Россию, и на мир. Что им не хватает, чтобы их имена звучали так же, Не как хватает, знаете чего, игровой практики. Мы живем очень далеко, и огромные затраты, чтобы возить команду по игровым видам спорта. А нужно играть. Если с других регионов команды проводят по 100 игр за сезон, то мы максимум проводим профессиональным клубом «Заря» 30 игр за сезон всего. А детей нужно возить, чтобы они играли и на международных
соревнованиях и на всероссийских соревнованиях. Только через игры дети будут понимать, где, что, зачем и как. Олег Михайлович, последний вопрос. Что нужно юным, маленьким парням, чтобы стать успешным футболистом? Ничего не надо. Главное, чтобы глаза горели, и ребенок хотел заниматься футболом и мини-футболом. Ничего не надо. Остальное помогут тренера. У нас очень много хороших тренеров. И детских тренеров, и взрослых тренеров. Так что все хорошо будет. Если у ребенка будут гореть глаза и немножко помощь родителей, то все будет хорошо. Спасибо, Олег Михайлович. Вам за спасибо интервью. большое. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо. Стартовали на играх и соревнованиях по стрельбе из лука. Якутию в этом виде спорта представляет 4 ребят. О том, как прошли квалификационные этапы лучников, расскажут наши корреспонденты. Для Марии Тараяновой из Сунтарского района «Дети Азии» очередные крупные соревнования. Девушка пришла в стрельбу из лука после того, как заинтересовалась этим видом спорта в детском лагере. За ее хрупкими плечами уже есть опыт участия в крупных региональных и всероссийских соревнованиях. Однако на «Детях Азии» накал страстей поистине олимпийский. Я в стрельбу пришла из лагеря. Сначала я там для пробы проходила, потом дальше осталась, потому что я поняла, что это мое. Мне понравился спорт, поэтому я осталась там. Занимаюсь им 3-й год. Чуть меньше, чем обычно. Я могла лучше. Но переволновалась, что не особо так получилось. Были и плохие серии. Сегодня Мария вместе со вторым членом женской сборной по стрельбе из лука выступили на квалификационных этапах соревнований. Как отмечают спортсменки, соревнования прошли хорошо, однако присутствовало положенное волнение. Несмотря на это, свои собственные серии выстрелов девушки оценивают как успешные. В составе сборной Якутии по стрельбе из лука в столицу Приморья приехали и 2 юношей – Али Лабашев из Вилюйской и Виталий Корякин из Жиганского района. Тренер парней Нургустан Федотов отметил, что ребята прошли подготовку и полностью готовы к соревнованиям. Дети прошли полную подготовку, были проведены отборочные соревнования, и сейчас уже на самих соревнованиях они будут участвовать. Сегодня первый день, сегодня квалификация, посмотрим, как они готовы, как они воспримут саму эту атмосферу соревнований, вот этот международный опыт сегодня получат. Ну и дальше уже завтра у нас финалы, финальная часть, там уже поработаем, я думаю. По итогам сегодняшних 72 выстрелов в квалификацию якутян следующие места. Среди юношей Виталий Корякин 11-й, а Али Лабашев стал 12-м. Мария Таяранова расположилась на 6-м месте среди девушек, а Альяна Сон заняла 13-ю строчку. Завтра сборной Якутии предстоит выступить на финальном стрельбище, где конкуренцию им составит 17 юношей и 17 девушек со всех регионов России, а также из стран-участниц игр «Дети Азии». Лидия Гасанбалаева, Петр Васильев, Джулустан Накентьев, Владивосток. Также на центральной площади столицы Приморья сегодня прошли состязания по масс-рестлингу, в которых сборная Якутии завоевала 2 золотые медали. Подробности в материале Петра Васильева. Якутские масс-рестлеры пополнили копилку сборной республики еще 2 золотыми медалями. В первый же соревновательный день Аял Гуляев из Усть-Талданского района и Роберт Юдин из Сунтар не оставили шансов своим конкурентам, технично обыграв всех со счетом 2-0. Гуляев-1 представлял республику в легком весе до 50 килограмм. Команда Приморского края выставила 2 масс-рестлеров, которых якутянин одолел с сухим счетом. Особую конкуренцию Гуляеву составил представитель Узбекистана, однако и он не смог устоять перед якутским масс-рестлером. Как отметил тренер сборной республики по масс-рестлингу, победам ребят предшествовала долгая подготовка. Готовились к триумфе якутской. 2 недели проходили сборы, усиленные тренировки. Вот, примерно результат есть. Сегодня 2 чемпиона. И завтра 70, 80 и свыше 3 весовые категории. И тоже ожидаем, конечно, золото, но свыше есть соперники. Вторым на ковер вышел Роберт Юдин в весовой категории до 60 килограмм. Ему противостояли сильные спортсмены из Монголии и Узбекистана.
Однако мастерство якутского атлета было на порядок выше. Счет 0-2 и второе золото уходит в копилку Якутии на соревнованиях по масс-рестлингу. Первый день, я думаю, что прошел отлично. Так, судейская бригада, она как бы оснащена всей атрибутикой. Судьи очень опытные. Я думаю, что вот такие мероприятия, они поднимают не только статус, нашего вида масс-рестлинг, но и наш опыт судейский. Всего в соревнованиях по масс-рестлингу принимают участие спортсмены из 3 стран и 5 регионов России. Уже 5 августа на помосте масс-рестлеры разыграют еще 3 медали в разных весовых категориях, где также в полном составе представлены и Якутия. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Владивосток. В эти выходные в местности Усть-Хатын состоятся соревнования по летнему дрифту Данацу Дрифтфест 2022. Праздник автолюбителей, которые любят быструю езду. Дрифт – это одна из самых зрелищных дисциплин автоспорта. Задача пилотов не просто приехать правильно на трассу в постоянном заносе, но и сделать это максимально эффектно и зрелищно. Как развивается автоспорт в Якутии и чем привлекает экстремальный вид спорта девушек, об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас в гостях Семен Горохов, преподаватель Северо-Восточного федерального университета, и Александра Иванова, главный специалист контрактной службы окружной администрации города Якутска. Доброе утро! Здравствуйте. Доброе утро. Для тех, кто нас смотрит и так же, как я, не понимает, о чем мы сейчас говорим, что такое Данацу? Вообще, это все в плане того, что дрифт — это японская школа, это все пришло с Японии. Данацу — это такое название, очень похожее, близко к слову из Японии. И вообще Данацу — это типа донатс, то есть сам по себе пончик. Пончик — это пятак. То есть вообще дрифт состоит из управляемого заноса, то есть это будет, получается, сама восьмерка из 2 пончиков. То есть вообще это получается просто управляемый занос по такой траектории, как пончик. И как у нас популярно это в республике, в Якутии? Вообще хочу вам сказать о том, что соревнований в Якутске уже не было 3 года. Сейчас у нас такое большое количество участников, что таких заявок не было до этого. На данный момент 18 их у нас сейчас уже. Да. Это неудивительно, 3 года ведь не проводился до этого. Все мы знаем о том, что у нас было и почему мы не могли проводить данное мероприятие. Кроме участников, которые соскучились по мероприятию, вообще как сами зрители, то есть это очень интересно посмотреть. Да, мы надеемся, что будет очень много зрителей. По тому, как мы прорекламировали наше мероприятие, ожидается где-то 1500-2000 тысячи зрителей точно будет. А вообще, насколько у нас в республике развит такой автоспорт, как дрифт? Вообще, дрифт — это такое соревнование, где большая часть отдается, чтобы зрители увидели вау-эффект. Это, то есть, создание эффекта шоу. Конечно же, очень много дыма, парные заезды. То есть это не просто как автогонки, которые едут на скорость. Здесь просто все создается для зрителей, шоу. Кроме того, тех, кто любит этот экстрим, эту зрелищность, есть ведь и те, которые к этому относятся как нарушение как раз-таки покоя вечером, потому что у нас есть дрифтеры по городу, которые как раз-таки шумят и немножко не на подготовленных трассах, просто демонстрируют свои какие-то навыки, умения. Все-таки это нарушение прав? Или же это все-таки спорт с конкретными дисциплинами? По городу, по идее, нельзя дрифтовать. Те, кто сейчас дрифтует по городу, это не наши участники. Это нарушение как раз-таки тишины. Потому что у нас нету основной трассы для езды, чтобы наши вообще жители дрифтовали и все такое. На Усть-Хатыне у нас асфальт очень жесткий. Там резина сжигается вообще моментально. Поэтому не у всех есть возможность каждый раз покупать резину. Александра, насколько я знаю, вы также занимаетесь этим видом спорта? Да, расскажите свою историю, как вы к этому пришли, почему девушка решила увлечься таким как раз-таки экстремальным, и довольно-таки травмоопасным видом спорта, который постоянно связан с риском?
началось все с того, что я купила себе машину Марк-2, заднеприводную. Тогда, на тот момент, я не знала, что такое дрифт. Потом я познакомилась с друзьями нынешними уже. Они меня ознакомились, что такое дрифт. И в 2017 году, по-моему, я в первый раз участвовала на летнем этапе. И как результат, вы довольны? Результат в квалификации не последнее место, это очень радует. И, дальше больше было бы хорошо. Но сейчас пока организаторство. Семен, а как вот вы пришли к этому спорту? Все-таки это спорт, это как бы чемпионат мира есть по данному виду спорта, конечно же. Хочу сказать о том, что все, конечно же, начиналось из серии фильмов, конечно же, «Форсаж». Вот у нас кадры прям действительно были как про «Форсаж». Да, точно. Первая, вторая часть была просто очень классно снята. Ну и, конечно же, появился «Токийский дрифт», имеется в виду третья часть «Форсажа», где полностью рассказалось о том, что такое дрифт. И, конечно же, людям очень сильно это понравилось. И как бы началась пропаганда уже автоспорта. А вот поделитесь своими личными эмоциями. Для вас это что, эмоциональная разрядка или наоборот, это заряд какой-то положительной новой энергии? Я не просто как бы такой человек, который вот это все организовывает. У меня стаж на такой же машине с 2015 года. Поэтому, можно сказать, я 7 лет на такой машине ездил. И ваши ощущения, эмоции, что вы получаете? Конечно же, это адреналин, это как бы чувство всегда такое, что ты молодой, заряженный. И самое главное, это, конечно же, общение, компания. Ребята все просто на одной волне. Все автотематика просто очень сильно развивается у нас в Якутске. Ну и тем самым мы пытаемся, конечно же, заставить, чтобы автоспорт у нас в Якутске не помирал. А, Алена, ваши эмоции? Что вы чувствуете? Для меня это как хобби. Я отдыхаю, как сказать, от суетной жизни, от работы я отдыхаю, все мысли прочь. Это как хобби для других людей, там, я не знаю, собирать что-то, коллекционировать что-то. А для нас хобби — это автоспорт. А вот что касается самого мероприятия, кроме гонок, зрелищности, что еще будет организовано? Что могут увидеть зрители, которые придут, посетят? Может быть, выставка будет какая-то, может быть, действительно, может быть, просто походить, посмотреть? Там будет выставлен шоу-кар, то есть красивые машины. Можно будет пофоткаться с ними, посмотреть. И машины, которые очень редкие в нашем городе. Будут конкурсы для зрителей с призами, естественно. Дрифт-такси, 3 пилота будет. С человека получается 1000 рублей. И полноценный круг, всю траекторию, весь конфиг будет проходить. Уточнюсь, 2 круга. Даже 2 круга. То есть можно выступать в качестве штурмана и просто почувствовать то, что чувствуют водители, когда находятся за рулем. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Действительно, это будет зрелищное событие этого лета, как раз-таки для всех автолюбителей и автовладельцев. Спасибо, что вы, конечно, пришли, а мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо, что вы позвали. Мы двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Глава республики провел рабочую встречу с председателем правления Алмаз-Регионбанка Николаем Долгуновым. Главными темами встречи стала поддержка малого и среднего бизнеса республики, а также ситуация с реализацией банковских продуктов для населения. Николай Долгунов доложил об итогах работы за первое полугодие этого года. Так, по его словам, банк стабильно растет и развивается, увеличивает клиентскую базу, активно ведет работу по внедрению цифровизации. Глава республики, заслушав информацию председателя правления банка, поручил и дальше развивать социальные программы Алмаз-Регионбанка для населения региона.
На сегодняшний день у нас в банке действуют такие программы, как «Быстрая мера», это под 8% годовых для местного бизнеса. У нас есть кредиты под 9% по разным отраслям. Поэтому для среднего и малого бизнеса Якутии у нас считается, что одна из самых лучших условий на рынке. А с точки зрения того, что касается корпоративного, розничного бизнеса, в розничном бизнесе у нас есть проект большой «Карта жителей Якутии». Этот проект был запущен совместно с правительством Якутии. Мы являемся исполнителем. Это у нас достаточно большой сервис в одной карте. Свыше 970 жителей Верхоянского района получили выплаты на общую сумму порядка 8,5 миллионов рублей. Напомним, что граждане имеют право подать заявление об оказании финансовой помощи в течение 30 календарных дней с момента объявления чрезвычайной ситуации до 13 августа. Срок рассмотрения заявления составляет 11 календарных дней. Соответственно, срок окончания работ – 24 августа. В микрорайоне Прометей благоустраивают территорию самой большой строящейся школы в республике. Рабочие установили бордюрный камень, вдоль школы укладывают тротуар, готовят бетонное основание под внутридворовый проезд. Также обустроена спортивная площадка с искусственным полем для игры в футбол. Уже полностью завершены фасадные работы, а внутри здания идет установка внутренних дверей и подвесных потолков. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию уже в ноябре. Отмечу, что большая школа на 990 мест строится в рамках нацпроекта образования, и на сегодняшний день строительная работа выполнена на 80%. Внутри здания ведутся вентиляционная работа, работа по сантехнике, электрике, готовность 80-90% по спецвидам работ. И линолеум по всех помещениях практически застелен. На сегодня уже идет приемка мебели и оборудования. Сегодня принято, уже на объекте присутствует 5 40-тонных контейнеров уже поступило, 4 уже на приемке и 5 уже ожидается в ближайшее время к поступлению. По завершении сезона черешни открывается сезон арбузов. Звезда ленинградского зоопарка «Белая медведица» Харчана впервые в этом году полакомилась арбузом. Учитывая, что белые медведи гораздо более растительноядные, чем принято думать, такое явление неудивительно. Сотрудники ленинградского зоопарка сообщают, таким образом медведица Харчана напоминает вам о важности натуральных сезонных витаминов. На этом все. Коллеги, передаю вам слово. Кино – одно из самых популярных развлечений, а поход в кинотеатр для многих ассоциируется с праздником. И если раньше зрители смотрели все, что показывали в кинотеатрах, то сейчас они стали более требовательными. Но при этом киноиндустрия тоже не стоит на месте и удовлетворяет потребности любого киномана. Что посмотрим в эти выходные, узнаем из киноафиши. Любители боевиков и фантастики отметят новую работу режиссера Лин Чжэньжао «Земля. Перезагрузка». Из-за климатических изменений Земля начинает превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы, ведущие ученые разрабатывают препарат, способствующий ускоренному размножению растительных клеток, не подозревая, что высвобождают стрессовую систему растений, превращая их в опасных хищников, захватывающих всю планету. Земля. Перезагрузка. Мистический хоррор «Бойся темноты» взбудоражит кровь любителям острых ощущений. Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок, а спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестностях леса. Скоро меня съест, я это чувствую.
Российский кинопрокат предлагает семейный фильм «Нахимовцы». Капитан Логинов из семьи потомственных военных моряков мечтает, что его сыновья пройдут подготовку в Нахимовском училище и будут служить на флоте. Но братья-близнецы Семен и Тимофей решают, что продолжение морской традиции – это не для них. У подростков другой план – сколотить состояние более легким путем и счастливо и беззаботно жить на гражданке. А для стартового капитала можно подработать на местного авторитета. Но подростки оказываются втянуты в опасную авантюру. Здесь им смогут помочь только настоящее нахимовское братство и первая любовь. Я так и знал, что все этим закончится. За систематическое нарушение отчислить. Еще одна лента отечественного кинематографа «Асфальтовое солнце» расскажет историю Артема Белова. Молодому человеку 15 лет. Тот самый возраст, когда еще вчера ты был ребенком, а сегодня не взрослый, но и не маленький. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу все. Предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина – роликовая доска. Так 80-е годы называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во что бы то ни стало нужно победить в опасных уличных соревнованиях. Легкая комедия с ноткой драмы «Певица на всю голову». У каждой девушки есть заветная мечта. Милли занимается управлением фонда, но мечтает совсем о другом – стать певицей. Она решает оставить нелюбимую работу и своего бойфренда, чтобы стать ученицей оперной дивы Меган Джеффри Бишоп, живущей в глубинке Шотландии. Та соглашается обучать героиню пению, предупредив, что это будет истинное страдание. Но Милли готова пойти на все, лишь бы оказаться на большой сцене. Победителем конкурса «Лучший голос» становится певица на всю голову. Маленькие зрители тоже не остались без внимания. Маленькому вампиру уже 300 лет. Он живет в доме с привидениями и веселыми монстрами. Но ему скучно. Он мечтает ходить в школу, чтобы общаться с другими детьми. Но родители не разрешают ему выходить из дома. Вместе со своим псом Фантомата маленький вампир тайно выбирается наружу в поисках новых друзей. У него появляется настоящий друг Майкл. Но дружба вампира и человека привлекает внимание не только всей семейки вампиров, но и ужасного Гибуса, его старого врага. Анимационный фильм «Семейка монстров». Основана на культовом комиксе «Маленький вампир». Капитан, человеческий детеныш на него плохо влияет. От собаки слышу. На абордаж! Семейка монстров. Ну что, друзья, время нашего эфира подошло к концу. Я желаю вам отличного пятничного дня, ну и, конечно же, хороших выходных. Проведите их вместе со своими родными и близкими. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Я с тобою, как в кино, где-то рядом, но далеко. Я открою тебе вино и не скажу об этом, но напишу: привет, как дела? Это снова я, новая. Мне здесь места нет, где нет тебя. Стоп, экран.